В возрасте 18 лет меня посадили в тюрьму. Мне грозило до 20 лет лишения свободы. После того, как я переступил порог тюремной камеры, первая мысль, которая посетила мою голову, это было закончить жизнь самоубийством. Очень хорошо, что я тогда так не поступил, так как я понимал, что данным поступком я не сделаю легче ни себе, ни в первую очередь своим родителям. По итогу мне дали 11 лет лишения свободы и отправили в совсем другой край нашей с вами страны. Я долго лет себя искал. Я постоянно чем-то занимался и нашел себя в творчестве и в поэзии. Я приобрел там смысл жизни, благодаря которому я стою сейчас перед вами и рассказываю вам эту историю. Освободившись и посмотрев на наших людей, они все грустные. А потому что им не с чем просто сравнить. Мы все время думаем, что завтра будет лучше и завтра придет счастье. Завтра, не сегодня. Мы живем каким-то будущим, но мы не живем настоящим. А счастье, друг, это то, что твои родители живы и здоровы, пока что. Счастье это то, что у тебя крыша над головой есть, пока что. Счастье то, что у тебя 2 руки, 2 ноги и ты не ДЦПшник. Счастье, что не как мой товарищ в 20 лет попал в аварию на машине, и теперь он до конца своих дней прикован к кровати. Вот в этом счастье, друг, что ты жив-здоров. Подними свою сраку, разберись себе, покопайся. Убери нахер телефон своей жизни, пройдись по лесу, погуляй и подумай свое предназначение для этой жизни. Подумай, что тебе нравится в этой жизни. Может, в тебе художник погибает, а ты ходишь работать на завод с 8 до 5. И я понимаю, почему ты не развиваешься. Я работал на заводе, потому что ты морально пустой человек. Тебя морально это твоя жизнь убивает, тебе ни до чего больше. Просто отдохни немножко, отвлекись, и все у тебя будет хорошо. И начни наконец-таки ценить те вещи, которые действительно надо ценить. Выключи сейчас телефон, позвони своей матери и скажи, что ты ее любишь. Потому что будет завтра? Может быть, ее не станет. А ты уделяешь время на своих друзей беспонтовых, на своих подруг беспонтовых. И на ТикТоке, Инстаграмы, на эти ленты беспонтовые, которые тебе ничего не принесут. Они никак не сделают тебя лучше, и от этого ты никак не поднимешься к своей мечте. Но у тебя даже нету мечты. Я провел социальный опрос, я обошел более 1000 человек с одним и тем же вопросом. Я говорю: человек, какая у тебя в жизни мечта? Ну, найти работу, где мне будут хорошо платить. Все. Вот из-за этого вся и наша беда. Мы не знаем, чего мы хотим, но при этом жалуемся, почему мы так плохо живем. Так ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты не знаешь, чего ты хочешь от этой жизни, друг. Найди свои сильные стороны, покопайся в себе. И это видео, если ты послушаешь меня, изменит твою жизнь. Всего хорошего.